Завершило работу 9-е очередное пленарное заседание Госсобрания Илтумен. Согласно повестке дня, парламентарии республики рассмотрели 36 вопросов. Подробнее о работе депутатов в материале Марины Захаровой. В сентябре якутяне изберут первого в истории Якутии главу республики путем прямых выборов. И согласно повестке дня заседания парламента, депутаты назначили дату единого дня голосования. Выборы состоятся 14 сентября. Эта дата выпадает на второе воскресенье сентября. Это единый день голосования. Данную дату устанавливает не Республика Саха-Якутия, а федеральный закон. Это Российская Федерация установила на всем пространстве всего нашего государства. Поэтому мы ориентируемся только на эту дату. День был насыщен и решением вопросов социального характера. Так, к примеру, парламентарии предлагают расширить перечень льготных тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые физическим лицам. Речь идет об изменениях по двум составляющим – обеспечение сжиженным газом потребителей физических лиц и регулирование цен на электроэнергию от дизельных электростанций на низком уровне напряжения. В первом случае речь идет о компенсации расходов газоснабжающих организаций. Во втором случае изменения касаются формулировок определения оснований для предоставления льготных тарифов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на электроэнергию. И вот как комментирует инициатор законопроекта. С 1 января 2014 года тарифы на потребление сжиженного газа для населения, которые используются населением, они устанавливаются Республикой Саха-Якутия. До этого это осуществляли органы местного самоуправления. В связи с тем, что непосредственно устанавливается тариф, как вы знаете, устанавливаемый тариф республики, он является тарифом, который экономически выгоден для населения, который население может платить. Вот эта разница, которая возникает между экономически выгодным, между себестоимостью и тарифом, который платит население, она, естественно, ложится на убытки предприятий, которые оказывают подобного рода услуги. Вопрос обеспечения детей-сирот жильем также был сегодня в центре внимания депутатов. На настоящий момент встает вопрос принципиального характера. Его инициирует в том числе и прокуратура, и уполномоченные органы, защищающие права детей-сирот. Они связаны с тем, что по какому месту жительства или где дети-сироты должны получать жилье. И на настоящий момент депутатами внесена законодательная инициатива, по которой, соответственно, предлагается получение этого жилья и соответствующая оплата этого жилья как из республиканского, так и из федерального бюджета. То есть в любом случае здесь не только бюджет республики по месту нахождения на настоящий момент. Государственную помощь также будут получать воспитанники специальных коррекционных школ, находящиеся на длительном лечении. Ранее федеральным законом были предусмотрены только нормы обеспечения одеждой только детей-сирот. А сейчас будут обеспечиваться все воспитанники таких специальных организаций, в которых обучают по адаптированным образовательным программам. Их у нас в республике функционирует 22 организаций, в которых более 2000 детей. То есть сейчас дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать такую государственную помощь. Парламентарии республики сегодня завершили свою работу в этом сезоне. В следующий раз народные избранники соберутся уже осенью. Марина Захарова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.